У меня дочь балерина, у дедушки внучка балерина. Ужас. Спектакль «Час, когда в душе идешь, как в руки», которому 1,5 года, по сути, встречи 3 равнозначимых по уровню лицедеев. Это актриса Чулпан Хаматова, саксофонистка из Крыма Вероника Кожухарова и пианистка, выпускница Московской консерватории Полина Кондратова. Вместе они дополняют друг друга и действуют с одинаковой силой мощного проникновения на зрителей. Несмотря на то, что Чулпан Хаматова заявила, что высот актерского перевоплощения не будет, зритель получил большой эмоциональный заряд. И от встречи с уникальным прозаическим слогом Марины Цветаевой и озорным порой настроем от сказки о дожде парадоксального сочинения Беллы Ахмадуллиной. Проза Цветаевой редко звучит на сцене, хотя это проза воспитания. Это счастье читать со сцены такой текст, это счастье предъявить зрителю подробную работу, музыкальную, которая была проделана. А счастье, что зрителям это надо, оно вообще неописуемо. Вот эта вот радость, что ты не один такой, что есть еще на этой планете или в нашей стране люди, которые также хотят вслушиваться в эти великие тексты. Мать не понимала, что Ася за роялем по малолетству своему просто невыносимо скучает. Могу сказать, что я родилась не в жизнь, а в музыку, писала Марина Цветаева о своих ощущениях первого прикосновения к клавишам рояля, о котором писал еще один поэт Афанасий Фет. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. Рояль — это почти что живое существо, единомышленник и собеседник, и выразитель богатейшей гаммы чувств, которыми владеет крупная актриса Чулпан Хаматова. Эта живая субстанция, подобно контрабасу Хабенского, недавно показанному моноспектаклю, умеет нажать на тонкие струны души. Длящийся почти 1:20 спектакль держит в оцепенении весь зал, погружая в мир прозы, поэзии и музыкальной классики. Те большие актрисы, народные актрисы, с которыми я советовалась, они все крутили у виска и говорили, что это нельзя читать со сцены. Ты споткнешься, ты сломаешь себе зубы, это никто не будет слушать никогда, потому что Марина Ивановна, как такой серьезный монтажер, она монтирует в одно предложение несколько флешбеков, несколько смыслов, скобка в скобке и в скобке. Это нужно, когда читаешь, ты понимаешь, а когда ты читаешь вслух, то была опасность, что это не будет доходить смысл. На вечере с участием Чулпан Хаматовой не было случайных людей. Это многочисленные поклонники творчества 2 великих поэтесс, представители театральных кругов, родственники Чулпан, все те, кто неравнодушен к ее творчеству. Это был своего рода очень тонко выстроенный урок жизни, где самым главным оказалось приобщение к высшей планке искусства, силой слова и музыки. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, Эфир 24.